Уже с 14 лет можно принимать участие во всероссийском голосовании по выбору объектов для благоустройства. Рассказали об этом школьникам представители мэрии, а затем предложили учащимся прямо на месте отдать свой голос за любую территорию, которую они хотят видеть обновленной уже в следующем году. Дети изменения в городском облике замечают. Говорят, что сейчас в Карабулаке стало чуть больше мест для досуга, и сам город в целом преобразился. Появилось много новых парков, мест, где можно прогуляться, дороги стали лучше и больше скамеек, места, где можно отдохнуть. Появились разные парки, чтобы можно было прогуляться. Город стал лучше в последнее время. Помогает детям принять участие в онлайн-голосовании волонтер, экономист мэрии Карабулака Аминта Аушева. Девушка ознакомила школьников с перечнем территорий, которые представлены на голосовании, и рассказала, где и как именно планируется благоустроить каждую из них. Каждый житель хочет внести свой вклад в обустройство города. Скажу по своему примеру, мы в прошлом году голосовали за территорию, на которой проживаю я сама. Именно эта территория была выбрана, и в этом году ее будут обустраивать. Поэтому считаю это очень важно и действительно помогает процветанию города. Всего в этом году в Карабулаке на голосовании представлено 8 территорий. Из них будут отобраны 4 общественных пространства, которые планируется обновить уже в следующем году. Одна из таких территорий – улица Градусова на участке от улицы Чапаева до Фрунзе. Здесь неподалеку расположены мечеть, колледж, православное кладбище и другие социальные объекты. Капитальный ремонт этой дороги позволит разгрузить центральные автомагистрали, которые отличаются интенсивным движением. Еще одна общественная территория – улица Градусова, но уже на участке от улицы Зязикова до Чапаева. Ремонт этой дороги тоже крайне востребован среди жителей. Здесь находится у нас воочию мечеть, которую посещают почти все жители нашего города Карабулак почти. И наши гости, уважаемые. Рядом школа номер 2. Буквально за углом дороги библиотека и дом культуры. Здесь на пятачке так называемый рынок. Но одним словом, много социальных объектов. Голосование за объекты благоустройства на 2026 год стартовало 21 апреля этого года и завершится 12 июня. Благодаря реализации проекта формирования комфортной городской среды по всей республике появляются новые скверы и другие места для отдыха жителей, а также обновляются дороги. За счет этого меняется и облик населенных пунктов. Он становится не только современным, но и комфортным. Мария Макиева, Мухаммад Яндиев, Магаз 24.